От маленьких картин до масштабных инсталляций в Симферополе открылась выставка известного крымско-татарского художника Исмета Шейхзаде. Экспозицию, отражая классику, разместили в 4 залах. В них автор отразил произведения мировой классики. Как говорит Исмет Бей, широко посмотреть на мир сквозь призму крымского приоритета. Без осмысления невозможно ничего нового создать, без опыта старого, прежнего и без, так сказать, опыта предков тоже нельзя создать ничего достойного в будущем. В первом зале автор предлагает свое осмысление работ Микеланджело, итальянского скульптора и художника эпохи Возрождения. Своего рода жест уважения, который в искусстве называют оммаж. Кто-то натюрморты пишет, кто-то картины пишет, а здесь он обнимает необъятное. Вот это самое и возмущает спокойствие всех. А здесь архивная документация крымских ханов. В этом зале представлены произведения, посвященные Крымскому ханству. По центру зала расположилась огромная инсталляция под названием «Коронационный компас крымского хана». По периметру мы видим нугайские тамги, да, это основной, так сказать, кочевой конгломерат, который являлся основой золотоордынской и нашей вообще общей татарской цивилизации. И 4 харачебея представлены в виде вот этих вот основных, так сказать, бортов, скажем, этой ладьи. Она создана на основе архивной документации. Ее художник нашел в Москве. Мореходная карта Черного, Азовского и Мраморного морей на крымско-татарском языке. Первой половины 16 века, времен картографов Османской империи. Здесь очень насыщенно. Вот живопись, мне нравится его сложное сочетание цветовых отношений. Импульсом для выставки стала картина, закрытая фиолетовым полотном. Мастер подогревает к ней интерес и откроет полотно только через несколько дней. Идея картины зародилась 25 лет назад. Навеяна она гравюрой с изображением Ислам-Гирея 1650 года, но с использованием современных технологий. Мне удалось это именно реализовать, поработать с этим, потому что чудесным образом эта гравюра, ее оригинал находится в музее, историческом музее Ларишес. Выставка Исмета Шейхзаде, отражая классику, в Доме художника продлится еще 9 дней. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет.